Иван Павлович Морозов, он достаточно был высокомерный человек, я его никогда не видел. На фотографии, может быть, видел. А так, ни разу не захотел он увидеть нового композитора, молодого. Но однажды случилась такая штука. Я написал такое произведение, называется «Песня на 112 Улешовых» на стихи Кушманова. Дело в том, что он как раз только освободился из тюрьмы, и его никто не печатал, никто с ним не хотел, хотя у него было много замечательных стихов. И я с ним, незадолго до его посадки познакомились. И когда он вышел, я прочел коротенькую статью об Улешовых. Там была коротенькая его информация, что в 1941 году из деревни Бадьюльск ушли 112 парней, то есть не ушли, их мобилизовали на фронт. 112 человек, и все они до единого погибли в период как раз с 41 по 45 год. Чуть ли не... Я Витю нашел, это была «Молодежь Севера», крохотная такая заметка. Я говорю, слушай, напиши об этом. И он написал такие дивные стихи, что вот получилась такая штука. У меня в книге подробно описано, как я над ней работал, и что меня... Там были такие вещи, как это, под клип детей и старый граммофон ушли сперва в райцентр, потом на фронт. Вот. И там, значит, это говорится, такие вещи. Он говорит, не выйдет 112 рыбаков весной, там, как-то там на рыбалку, и 112 праздничных рубашек никто уже ни разу не наденет. Значит, во всем сельпо нет столько черных шалей, чтобы шали те в день гибели носить. Во всей деревне избы обветшали, и изгороди некому чинить. В общем, вот такое. А весной в деревне там шепчутся деревья. Иван, Ипполит. Такие имена-то причудливые, именно только в коме. Сильвестр, там, Парамон. То, что в России вообще толком и не было. Здесь же такие имена чудесные, старые. Вот, прямо. И вот я написал это сочинение, оно было исполнено. Вот, в это время у меня был роман с какой-то девицей, студенткой. Такие здесь вообще изумительно красивые женщины. И студентки, это все было. Да я сам там, кого-то был на 7 лет всего старше вообще из студентов, кого-то на 10, 26 лет я приехал. Вот. Я тогда был большой очень успех, и я ушел, побежали мы ко мне с этой девочкой, она пела в этом хоре. Давай, пошли ко мне. Вот. И вдруг оказалось, что на этой конференции партийной, когда вот этот концерт состоял, присутствовал Иван Павлович Морозов. И он сказал, так, я хочу познакомиться с этим, он с акцентом говорил, с этим лохматым композитором. Ко мне ломились в дверь, я не открыл, делал вид, что меня нету. Вот. Но через некоторое время, через пару дней меня вызвали в обком партии и сказали, значит, так, по указанию или по просьбе, я не знаю, как у них там иерархия, Ивана Павловича Морозова, вас выдвинули на государственную премию. Вот. Дали ее далеко не сразу, года через 3 только. Мы уже возили ее там в Петрозаводск, там вообще люди стоя слушали, плакали по-настоящему. В общем, это было великое счастье. Вот я тогда, то есть это через 7 лет после моего приезда, это был 77-й год. Я стал своим. Теперь меня уже знали уже и с этой стороны. Вот. И так, это интересно. Но все равно мы так ни разу не увиделись, потому что с 78 по 85, скажем, у него не было времени меня принять. А в 85-м пришел Горбачев, и все, его не стало. И не стало уже и Морозова. И вот дальше пошла какая-то у нас катавасия ужасающая.